Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальная тема». И гость в студии – член Совета Адвокатской палаты Чеченской Республики, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Чеченской Республики, почетный адвокат России Чапанов Саидмагомед Самадиевич. Здравствуйте, Саидмагомед. Вы на сегодняшний день имеете официальный статус действующего адвоката Адвокатской палаты Чеченской Республики, насколько мне известно. Вот каковы ключевые цели и задачи деятельности Адвокатской палаты на сегодняшний день? На сегодняшний день деятельность Адвокатской палаты, в первую очередь, направлена на усовершенствование деятельности Адвокатской палаты, именно приведение в соответствие с действующим законодательством всех норм, которые необходимы, которые должны быть применены именно в Адвокатской палате Чеченской Республики. Это, в первую очередь, конечно, федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. Соответственно, новое руководство в Адвокатской палате на сегодняшний день президентом Адвокатской палаты Чеченской Республики избран Симбагаев Рамзан Рашидович. И на сегодняшний день Адвокатская палата, помимо оказания юридической помощи, соответственно, в том числе и оказание всего спектра услуг для граждан Чеченской Республики, в том числе и бесплатная юридическая помощь. Понятно. А вот как и где малоимущие граждане нашей республики могут получить бесплатную юридическую помощь? В пределах республики, понимается. Бесплатная юридическая помощь может быть оказана. Здание Адвокатской палаты Чеченской Республики находится в Байсангуровском районе. Это улица, бывшая улица, ее все знают, Павла Мусорова, дом номер 21. Она сейчас переименована. Это буквально напротив второй детской больницы. Там в обязательном порядке оказывается бесплатная юридическая помощь и для малоимущих. Адвокаты есть на постоянной основе, которые оказывают эту помощь. В случае отсутствия по тем или иным причинам будет назначен другой адвокат, все контактные данные есть, и он, возможно, другой адвокат будет принимать уже непосредственно у себя в офисе, в котором он снимает. Саидмагомед, а вот какие-то документы, что необходимо при себе иметь такому гражданину, который обращается в адвокатскую палату? Гражданину, который обращается, естественно, паспорт с указанием его биографических данных и, соответственно, на предмет чего он обращается. Скажем, если это земельный вопрос, жилищный вопрос, естественно, правоустанавливающие документы на жилое либо нежилое помещение, на земельный участок. И, соответственно, изложить суть вопроса, в чем конкретно он хотел бы увидеть помощь. То есть это в устной форме или же заявление? Это, естественно, в устной форме. И в дальнейшем, уже после того, как адвокат, пообщавшись с лицом, который обратится за той или иной помощью непосредственно в адвокатскую палату, соответственно, этим адвокатом будет ему дано направление. Возможно, это будет просто заявление, скажем, в суд, правоохранительные органы, либо какие-то другие инстанции, министерство, ведомства, либо это будет уже исковое заявление в конкретный суд, скажем, если речь идет о недвижимости, непосредственно в тот районный суд по месту нахождения объекта недвижимости. А в частности, с какими вопросами обращаются граждане? Есть большинство каких-то вопросов, именно с которыми обращаются к вам? Если пока не касаться вопроса специальной военной операции, это в первую очередь, конечно, жилищные вопросы. Вопросы, связанные с недвижимостью. Вопросы, конечно, уголовного характера. Есть много лиц, которые обращаются, и им нужна квалифицированная юридическая помощь. Скажем, родственник, будем так говорить, попал в ту или иную беду. И в рамках закона,
чтобы ему помогли, подсказали, как правильно себя вести. Естественно, и, скажем, как не уйти от неоправданного уголовного преследования. Ну, скажем, много есть случаев, когда человек невиновен. Ну, бывают и судебные ошибки, и следственные, они и во времена Союза были, и сейчас такие ошибки бывают. Ну, это и стечение обстоятельств. Поэтому лицу оказывается помощь в рамках закона, разъясняются те или иные нормы. Ну, если речь идет об уголовном процессе, это те или иные нормы уголовно-процессуального законодательства и, естественно, Уголовного кодекса. Адвокатская палата Чеченской Республики уделяет особое внимание оказанию бесплатной квалифицированной юридической помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Вот расскажите, в частности, с какими вопросами или по каким вопросам вы даете консультацию? Как я сказал по вышеуказанному адресу, в здании адвокатской палаты с 9 утра до 15:00 проводится и в рабочие дни, помимо среды, проводится прием граждан, участников специальной военной операции и членов их семей. В среду данный прием адвокатами Адвокатской палаты Чеченской Республики проводится непосредственно в фонде защитника Отечества. Это среда. Другие дни именно в здании Адвокатской палаты Чеченской Республики. Но начиная с 2022 года, конечно, число обращающихся граждан, оно, конечно, увеличено. Ну, это связано, конечно, с определенными вопросами, причинами. Да, идет специальная военная операция, людей призывают, заключают контракты, и, соответственно, их родственники, семьи обращаются. Обращение именно связано в первую очередь, конечно, по поводу выплат. Это непосредственно, ну, скажем, те возвратившиеся со специальной военной операции, они обращаются, и им оказывается в том числе юридическая, также юридическая помощь, ну, скажем, по поводу выплат. В Чеченской Республике с этим просто проблем не было, и, по-моему, быть их не может. Почему? Потому что руководство Чеченской Республики уделяет огромное внимание именно вопросу, связанному со специальной военной операцией. Ну, я повторюсь, что наши граждане хотят, вот пришел человек, чтобы сразу, то есть есть определенная процедура, есть момент, когда нужно готовить документы. В один день это не получается, поэтому в дальнейшем, ну, как можно, ну, в ускоренном темпе мы стараемся по таким вопросам. И связано тут и взаимодействие и с военкоматами, и с фондом защитника Отечества. И я думаю, что помощь эти граждане получают. А скажите, вот в последнее время число обращений увеличилось, и в связи с чем? В связи с специальной военной операцией или вот по каким-то другим причинам? Но вопросы, связанные со специальной военной операцией, по этим вопросам граждан сейчас, ну, огромное количество граждан, ну, я бы сказал, ну, связано, с чем это связано, ну, я затрудняюсь сказать, с чем это связано, но сам факт, что обращений много, есть много нерешенных вопросов, которые участник даже специальной военной операции, который он уже оставляет на потом, чтобы, возвратившись здесь, их начать. То есть, ну, в принципе, конечно, будучи на СВО, он их и так не может решить. Соответственно, они накапливаются, эти вопросы. Ну, в основном, конечно, это связано с выплатами. Тут проблем, в принципе, никогда, насколько я помню, не бывает. Но нужно документальное подтверждение. В том числе у нас, и мы непосредственно, адвокаты нашего адвокатского бюро занимались,
одним военным, который получил ранение. Но, к сожалению, опять же, в том числе и в госпитале Бурденко в Москве, это несколько экспертиз. Нужно доказать действительно, что это была тяжелая травма. Это никак не связано, что здесь, на территории Чеченской Республики, кто-то не хочет помочь. Есть федеральный закон, который является для, скажем, региональных законов приоритетным. Поэтому экспертиза здесь в большинстве случаев она бывает обязательно для того, чтобы по ранению человек получил свои выплаты. А вот каких результатов вам уже удалось достичь? Вот есть статистика, вот вы сказали, с 2022 года, да, с началом специальной военной операции вы работаете именно в этом направлении. Вот сколько было обращений, сколько решенных вопросов? Ну, сколько было обращений, конечно, так не скажешь. У нас ведется и журнал приема граждан. Но, насколько я вот помню, ни одной жалобы, ни от одного гражданина Чеченской Республики, который обратился в адвокатскую палату, и что ему не была оказана помощь, или же он помощь получил за какое-то финансовое вознаграждение. Таких и жалоб, ну, в принципе, я об этом не слышал, но, естественно, об этом не знает руководство адвокатской палаты Чеченской Республики. А вот вы сами непосредственно занимались такими вопросами? Да, мы занимались в том числе и привлечением участников СВО незаконно, которые привлекаются к уголовной ответственности на территории других регионов Российской Федерации. Есть такие моменты, и мы, в принципе, участвуем по таким делам и оказываем помощь. Сотрудничает ли адвокатское сообщество с благотворительными фондами или общественными организациями? Ну, естественно, адвокатская палата Чеченской Республики и с благотворительными фондами взаимодействует с уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике. Многие граждане обращаются к уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике, и, соответственно, юристы И направляются они, конечно, есть и в аппарате уполномоченного, но есть моменты, в которых здесь нужна действительно помощь адвоката. И они, соответственно, и мы с ними плотно взаимодействуем. Существуют ли в палате специальные программы стажировки или квоты для молодых выпускников юридических факультетов? Да, в обязательном порядке. Молодые будущие специалисты, студенты, которые желают пройти стажировку, соответственно, они закрепляются за конкретными адвокатами. У нас в бюро, например, было немало студентов. Ну, студент, естественно, должен понимать одно, что в адвокатской палате просто прийти и указать, что вот он прошел стажировку. Он эту стажировку, чтобы прийти, во-первых, ведется журнал, дневник, в котором он должен ежедневно при его посещении, какие вопросы были обсуждены, какие нормы законодательства, какие изменения. То есть весь объем, который может быть озвучен, он с этим, адвокат, естественно, стажирующемуся лицу указывает на это, и после успешного прохождения стажировки в его дневнике ставится отметка. И я думаю, что такие студенты они в последующем станут хорошими, квалифицированными юристами. Насколько эффективна, вот, по вашему опыту, судя, вот, досудебная медиация, и многие ли вопросы решаются так в нашей республике? Ну, начнем с того, что вопросы медиации, они вообще распространены во всем мире, во всем нашем цивилизованном обществе.
Но вопрос медиации, если мы сейчас, ну, конечно, говорим, если говорить о гражданском судопроизводстве, то в этом Можно, да, договориться? в этом случае даже после того, как исковое заявление подано в суд со всеми приложениями, причитающимся материалом, после этого, естественно, при первом судебном заседании на предварительном слушании, в этом случае судья обязан сторонам предложить, ну, как вы говорите, медиацию, то есть примириться и дать определенный период. Я не говорю сейчас о бракоразводных процессах, но в этом случае, да, попробуйте их примирить. И в этом случае, конечно, адвокаты должны, я считаю, проявить весь свой ум, профессионализм, приложить к тому, что ну, на чеченском это называется маслаат, чтобы его сделать. То есть адвокаты должны попытаться все-таки убедить своих доверителей уже на предварительном слушании все-таки прийти к единому мнению и, скажем, решить вопрос миром. Но некоторые в этом случае заблуждаются. Вопрос медиации, он не связан с тем, что есть проигравший и выигрыш. То есть в вопросе медиации таких сторон нет. Обе стороны должны быть удовлетворены. Если говорить о уголовном судопроизводстве, есть статья в Уголовном процессуальном кодексе, есть потерпевшие, скажем, есть подсудимые. И в этом случае можно прекратить дело за примирением сторон. Как гражданину достоверно проверить, вот, состоит ли адвокат в реестре палаты, вот, чтобы избежать мошенников? С учетом того, что компьютерные технологии у нас превзошли, по-моему, все наши ожидания, тут вашим голосом может любой человек позвонить, даже как будто он звонит с вашего телефона. В этом случае я все-таки порекомендовал бы гражданам обращаться напрямую в адвокатскую палату, ну, если речь идет о Чеченской Республике. А так, эти сведения, они общедоступны. Если говорить о других регионах России, то есть открывайте интернет и фамилия, имя, отчество, в каком примерно адвокатском образовании либо в адвокатской палате региона состоит, и есть реестр адвокатов. Но, опять же, рекомендовал бы все-таки напрямую обращаться в адвокатские палаты региона. Напоследок, вот, подводя итоги нашей программы, вот какие базовые юридические советы вы бы дали вот каждому человеку, чтобы обезопасить себя в повседневной жизни? Я всегда и ранее во всех своих выступлениях на телевидении говорю о том, что обратиться к знающему лицу. Вот человек, который знает, а знает вопросы юриспруденции, знает, естественно, юрист. Связано с сельским хозяйством, это нужно обращаться. Все-таки обращаться, да? Обращаться в обязательном порядке, во избежание, в том числе и при получении кредитов. Каковы могут быть последствия? Вот у нас некоторые граждане думают, вот я взял кредит, и его можно не платить. Поэтому желательно, конечно, обратиться к лицу до того, как подойти, сделать тот или иной шаг, все-таки подумать, лучше пойти к знающему лицу, к адвокату, юристу и посоветовать, какие возможно, ну, я имею в виду в рамках закона. Вот я, например, хочу получить кредит или, например, взять ипотеку, не знаю, в рассрочку машину, ну, мало ли вопросы какие. Конечно, обратиться, и чтобы получить помощь в дальнейшем во избежание, в том числе и, конечно, уголовного преследования. Спасибо, Саид Магомед, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Ну а нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был член Совета Адвокатской палаты Чеченской Республики, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Чеченской Республики, почетный адвокат России Чапанов Саид Магомед Самадиевич.
Ну а с нашими телезрителями я прощаюсь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на ГТРК «Войнах».